Борис Покровский, такую хочу подметить его цитату, что творчество Жиганова – творчество не только татарского композитора, как творчество Чайковского, не только русского, как и Верди – итальянского. Жиганов татарской душой вошел в общий ансамбль мировой и духовной культуры. Назип Жиганов родился 15 января 1911 года в Нижнеуральске, и семья у него была, так скажем, семья рабочих. У него было 7 человек в его семье. Это мама Газиза, отец Гаизидин, 2 брата Джамал и Джаляль, сестры Файза и Амина, и самый младший ребенок был сам Назип. Его жизнь началась трагично, потому что его отец уже умирает в год, в 2 у него умирает старший брат Джамала и сестра Амина, а в 5 лет уже уйдет из жизни и сама мама. То есть в семье у них останется только вот 3 ребенка, это Файза, Джаляль и сам Назип. Мать, свою маму, конечно, Назип не помнит, но он говорит о том, что даже в 60-х годах он наверху написал на своей фотографии вот «Миним НКМ, моя мама». Из воспоминаний хочу зачитать, как вообще они жили. Жили они очень, так скажем, трагичная жизнь была. Брат Джаляль говорил, что «я не помню, чтобы мы досыта наедались, всегда ходили полуголые». В это же время старший брат Джамал с товарищем утонули в Чаганке. Мать тяжело перенесла смерть сына, ведь он вот-вот должен был начать помогать нам материально. Затем похоронили сестренку Амину, и нас осталось 3. Гульджамал Апа, наша дальняя родственница, уговаривала маму согласиться выйти замуж за Афзала Камалова. После долгих мучительных разговоров этот брак состоялся. Камалов Афзал профессии не имел, был обыкновенный мелкий торговец и днями пропадал на базаре. Отчим кое-как нас приодел и увез в Саратов. Здесь у него дела вроде пошли несколько успешнее, он частенько стал приходить на веселе, вел себя агрессивно, придирался к маме, несколько раз даже избил ее, с нами обращался грубо, и мы старались не попадаться ему на глаза. Однажды в летний день, придя пьяным, отчим затеял скандал, как все начал ругаться, оскорблять маму, схватил нож и ударил ее. В дальнейшем описывается то, что, соответственно говоря, мама умирает, и они остаются без родителей. Ходили слухи, что в городе откроются детские дома, но до этого надо было дожить. Однако нашлись добрые люди, которые согласились временно приютить нас у себя. Мы в ответ высказали свою благодарность, полностью выполняя все поручения по дому. Наконец, в Уральске открылось несколько детских домов, куда принимали в первую очередь круглых сирот. Мы, безусловно, к этой категории подходили и немедленно были зачислены в детский дом номер 6. И вообще за свою жизнь Жиганов сменит 5 детских домов. Как раз таки вот список, он его составит в 1968 году. Внизу его самый первый дом, номер 6, который был в Уральске. Кстати говоря, у Жиганова, у отца фамилия была Садыр Жиганов, Садри Жиганов, и почему вообще Назиба мы знаем как Жиганова. По этому поводу есть 3 версии. Первая версия, что паспортистка посчитала, что у маленького мальчика худенького не может быть такая длинная фамилия, и ему дали как бы просто краткую Жиганов. Вторая версия, что в детском доме щупленького Назиба за игру фортепиано подкармливали сердобольные воры из старших детдомовских пацанов. В жаргоне одно из значений слова «жиган» – «вор», отсюда и фамилию воспитателям давали детдомских Жиганов. И третья версия – это маленький Назип рос озорным, шустрым, непоседливым, отсюда прозвище Жиган, то есть озорник. Это уже такая версия более правдоподобная, раз подтверждает 2 фактами. И вообще о своем детстве Назип говорил очень часто, особенно своим детям, и у него даже написал 3 таких необычных рассказа. Один из них, как он украл воблу. В 20-е годы, когда началось, так скажем, дети сильно не доедали, им давали буквально хлеб за весь день, местные мальчики стали воровать на базаре еду. И Назиба они тоже подталкивали: давай, просто хватай что-то резко и убегай. Как-то раз он не выдержал, взял жирную воблу, схватил и убежал. За ним, конечно, гнались, он просто, что есть мочи, быстрее бежал, съел эту несчастную воблу, и то ли от волнения, то ли, в принципе, от ее, так скажем, жирности, в итоге вобла была не переварена, и он больше решил никогда не красть. Вот. И также забавный рассказ, как к ним пришла в гости в детдом Свечина, это выпускница Петербургской консерватории, и она давала ему первые уроки фортепиано. После этого он, так скажем, уже привился к музыке.
В детском доме, по воспоминаниям воспитанников, уже в 12 лет он организовывал мероприятия, был активным ребенком и был избран председателем Совета пионерского отряда, то есть он был редактором «Стенной газеты», музыкально оформлял инсценировки, танцы, и также потом в кинотеатре играл топером. В 28 году, когда ему было 18 лет, он приезжает в Казань, решил пойти на постановку, которая называется «Аида Верди». Именно этот день, наверное, могу назвать каким-то таким судьбоносным, потому что, по его словам, он не досмотрел, он, в принципе, полностью не досмотрел постановку, он ушел после первой части, и в этот день решил, что он когда-нибудь напишет свою оперу. То есть он был прям сильно ею вдохновлен, и от этого вдохновения он пошел в музыкальный колледж, и он решил поступать в музыкальный колледж, и, не зная ни нот, ни музыкальной грамоты, приемная комиссия на него смотрела довольно-таки, можно даже сказать, немножко с таким, презрением, то что, что вы тут делаете, вам 18 лет, вы не знаете ни грамоты, ничего. И только одна преподавательница какой-то выразила добродушие, это была Нина Александровна Шевалина, она сказала, что я смогу тебя подготовить, если ты бросишь все и будешь заниматься только музыкой. И за зиму, каждый день, днем и ночью занимаясь, он все-таки готовится и поступает. Занимается он у Марии Александровны Пятницкой по классу фортепиано. Его главными преподавателями будут как раз-таки Нина Шевалина, внизу есть фотографии, Рувим Поляков и Мария Пятницкая. В 30-м году, через год, собственно говоря, в Казани он приезжает к своей сестре, к Фейзе, но через год она тоже умирает, и когда муж вместе с дочкой уезжает в Крым, он остается сиротой. К счастью, в училище обучение для сирот было бесплатным, и поэтому с этим проблем не было. И также он еще хотел, так скажем, еще больше изучать музыку, поэтому он берет уроки виолончели уже неофициально у как раз-таки у Рувима Полякова. Инструменты предоставили бесплатно, и потом он также перешел на фагот, ему тоже он уже играл бесплатно. Играл на фаготе он в студенческом оркестре у Ильяса Вакасовича Алхадеева. Это как раз-таки дирижер, тоже важная личность, в честь которой сейчас у нас музыкальный колледж. Помимо этого, он еще также работает в клубе завода имени Вахитова пианистом и также активно участвует в общественной жизни, будучи секретарем комсомольской организации, выступал в агитбригадах. То есть общественная жизнь, творчество, учеба и работа всегда он старался совмещать одновременно. В училище произошли, так скажем, сильные изменения, перемены, так скажем, накалились политические ситуации, и поэтому очень сильно упала подготовка учащихся и отсутствие обучения по некоторым специальностям. Вынуждали талантливых студентов искать возможности для обучения в других городах. Очень много студентов из-за нехватки денег работали, не спали и даже просили какие-то, так скажем, общежития и дома, где они могли бы спать и ночевать. Не заканчивая училище, он по совету Александра Ключерева он принимает решение продолжать образование в столичном музыкальном техникуме в Москве. И по комсомольской путевке он учится у Литинского по классу композиции. Он уже берет официальное знание именно композитора. В дальнейшем он совмещает учебу с работой музыканта в Московском татарском драматическом театре 2 года и музыкальным руководителем в Доме татарской культуры. В технику на первом курсе он познакомился со своей первой женой, это Серафима Минеева, и 4 года он добивался ее расположения ее семьи, и в 1935 году, после того, как он его закончил, он уже, так скажем, делает ей предложение. У них рождается дочь Светлана, и вот как раз там есть вот там маленькая фотография. И на ней сейчас мы остановимся немножко подольше. Вообще они поживут с Серафимой 15 лет, и в 1949 году они разойдутся. Несмотря на репутацию довольно-таки такого сурового Жиганова, он с дочкой был очень милым. И вообще, так скажем, дочка была самым близким для него человеком. В архивах есть письма, которые Светлана Жиганова очень, так скажем, трепетно хранила. И сама она рассказывала, на самом деле, что их отношения были довольно-таки тяжелые. Из-за того, что у нее характер, видимо, пошел в отца такой пробивной, и из-за того, что он расстался с матерью, они очень часто конфликтовали, не общались, но любили друг друга.
И даже с самого детства, вот можно, кстати, заметить, можно зачитать письмо, которое он писал, то есть он пишет с таким очень трепетом, с такой добротой: Светик, ты, наверное, еще не забыла нашего Галчонка, Галчонок как-то прилетел к нам и спрашивал про тебя, ну, в общем, крепко целую тебя, твой папа, скажем, был таким отцом и семьянином. Он также писал еще и составил сборник альбомов моей дочери, который издавала фирма Кикимора. И немножко говоря про Светлану Жиганову, она, как и отец, посвятила свою жизнь служению музыке. Выпускница КГУ, окончила также Казанскую консерваторию как певица меццо-сопрано по классу профессора Лосько. В консерватории проработала 32 года, стала заведующей кафедрой оперной подготовки, профессором, заслуженным деятелем искусства РТ. Среди ее учеников, их было около 60, это народные артисты Галина Ластовка, Ренат Ибрагимов, это все солисты оперного театра, и Татьяна Зорина, солистка Новосибирского театра. Зачитает статус Светланы, наверное, потому что папа с мамой в 1948 году разошлись, наши отношения были сложными, а я была девочка с характером. Моя мама, Серафима Алексеевна Жиганова, всю жизнь прослужила в нашем театре. И расстались, когда ей было 34 года. Она страшно переживала, а я переживала вместе с ней. Мы не общались с отцом до моего 28-летия, хотя я очень любила его и знала, он тоже меня любит. Если мы ругались, то и ругались здорово. В основном на профессиональные темы. Да, он мог быть суровым, жестким, принципиальным, но и очень добрым, человечным и терпимым. Он писал дочери, даже когда они были на работе, писал жене, внуку. Внук у нее, ее сын был Алеша. Как раз таки вот фотография Назиба со Светланой и произведение, которое он написал специально для дочери. Даже, так скажем, в своих произведениях, которых он писал, он часто оставлял заметки для своей дочки. Всю жизнь, так скажем, ну, как истинный отец, гордился ее успехами. Есть такая небольшая цитата, тоже ее зачитаю. Когда Светлана, так скажем, была преподавателем в консерватории. «Молодежь, твои ребята получили по 5. Это приятно не только тебе, но и мне. Да-да. Работай над собой, читай, береги свои мысли, не торопись их обнародовать. Бойся коридорных разговоров, ты должна отличаться своим знанием. Ваше поколение, если не будет войны, должно дожить от 90 до 130 лет. Скоро будут менять почки, их можно будет купить в аптеке, а сделают их из пластмассы. А потом сердце будут выдавать, правда говорят по блату. Только насчет мозгов ничего не говорят. Жаль. Есть выход. За вас будут думать машины, они будут и петь. Вот здорово». Ну, такая немножко юмора. В техникуме он уже начал писать произведения, и в 1935 году он его окончил дипломной работой, которая был струнный квартет. После этого исполнения известный композитор Мясковский предложил принять его сразу на 3-й курс в Московскую консерваторию. В Московской консерватории в годы Жиганов общался с многими крупными деятелями, которые, собственно говоря, повлияли и на его идейное творческое формирование. Это и руководитель по классу сочинений Летинский, Леташинский, Цукерман, и известный композитор Кабалевский Дмитрий Борисович, и Мурадель Ивано Ильич. Он хорошо общался с обучающими Татарской оперной студии, в дальнейшем с которыми общение переросло в крепкую дружбу и совместное сотрудничество. Это были такие певцы, как Музафаров, Ключерев, Файзи, Хабибуллин, Яруллин и писатель Муса Джалиль. Во время обучения был такой забавный момент, что учился не только Жиганов, но и сам преподаватель. Когда Жиганов подошел к Летинскому, чтобы он ему посоветовал, как лучше написать фрагмент из фортепиано сонатины, преподаватель накидал свой эскиз карандашом. И Жиганов робко ответил, что это не по-татарски. Вариант Жиганова сделал бы главную партию слишком интонационно однотипной, а вариант Летинского сделал бы его таким разностильным. И поэтому из того, что Жиганов был первым татарским, в принципе, студентом в Московской консерватории, это было и обучение как и для Жиганова, так и для самого преподавателя.